Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Как я уже говорил, курдский народ очень богат устным фольклором. Перечитывая сказку одну за другой, я все больше и больше убеждаюсь в этом. И сегодня, к вашему вниманию, я подготовил очередную курдскую сказку. Курдская народная сказка «Дележка гуся». Жил некогда крестьянин. Много детей было у него, а все имущество составлял один гусь, которого он долго откармливал. Как-то в доме крестьянина не осталось ни крошки хлеба, пусто, хоть шаром покати. Зарезали они с женой единственного гуся, поджарили и на стол поставили. Все бы хорошо. Да только хлеба нет. А о соли и говорить нечего. Сказал хозяин жене: «Как же есть гуся без хлеба и соли? Снесу-ка я лучше его аге, а взамен хлеба попрошу». Взял он гуся под мышку и со словами: «Ну, я пошел, Бог мне в помощь», вышел из дому. Пришел крестьянин к аге, сказал ему: «Ага, я твой слуга, принес тебе гуся. Это все мое имущество, пожалуйста, не отказывайся». «Спасибо тебе, добрый человек. Только ты сам должен разделить его так, чтобы никто не остался в обиде». А семья аги состояла из 6 человек: жена, он сам, 2 сына и 2 дочери. Крестьянину дали нож, и все расселись в ожидании дележа. Отрезал крестьянин голову гуся, протянул ее аге. «Ага, это тебе, как главе этого дома». Отделил крестьянин шею гуся и говорит жене аги: «Ханум, ты хозяйка этого дома, возьми, пожалуйста, свою долю». Затем он отрезал ноги, протянул сыновьям аги и сказал: «Вы – опора отца и должны идти по его стопам. Потому ноги вам отдаю». Крылья гуся протянул крестьянин дочерям аги. «А вы, девушки, скоро улетите из отцовского дома. Вам и отдаю крылья. А мне, глупому крестьянину, кости до кожи», – закончил он. Так ему и остался весь гусь. Ага поблагодарил крестьянина за справедливый дележ, щедро одарил его, дал хлеба и отпустил домой. Услышал об удаче этого бедняка богатый крестьянин, и зависть обуяла его. Захотелось и ему получить подарки от аги. Зарезал он 5 гусей, зажарил и принес аге. Спросил ага: «Что тебе нужно, почтенный?» «Я твой слуга, ага, принес тебе 5 гусей в подарок». «Спасибо тебе, брат. Только раздели этих гусей между всеми нами так, чтобы никто в обиде не остался». Подумал богач и сказал: «Нет, ага, не умею я делить». Тогда ага послал за бедняком. Тот пришел, ага и говорит ему: «Ну, теперь ты дели 5 гусей между моими домочадцами, но так, чтобы все остались довольны». Протянул крестьянин гуся жене и мужу, сказал: «Теперь вас стало 3. Дал он 2 гуся 2 сыновьям и промолвил: «Теперь вас стало 3. 3 гуся отдал дочерям аги и сказал: «И вас стало 3. Оставшихся гусей взял себе и сказал: «Теперь и нас стало 3. «Молодец», — сказал ага. «Ты всем дал гусятины и себя не забыл». Ага одарил бедняка подарками, а богача выгнал из дома. Текст читал Иван Савуськин.